Сегодня у нас очень важная встреча. Она состоялась по обоюдному желанию. Мы ее давно уже планировали, и Рауль Джумкович выразил готовность прийти к нам. И я предлагаю такой порядок работы. Сначала мы предоставим слово президенту, а потом предложения общественной палаты будут озвучены в сфере экономических инициатив и развития курортной сферы. Это та тема, которой мы тоже занимаемся. Я думаю, что это станет традицией нашей встречи. В любом случае, вы должны тоже быть в курсе всех тех процессов, которые происходят в нашей стране. Помимо газетных и телевизионных возможностей, мы должны научиться говорить друг с другом. При всем том, что есть вопросы, которые не всегда, может, правильно воспринимаются, но они есть, и их нужно решать. Что касается нашей ситуации, которая сегодня складывается. Да, есть определенные сложности, есть проблемы, которые возникают во взаимоотношениях в нашем небольшом обществе. Но я надеюсь на то, что все вопросы будут решаться цивилизованно. Мы открыто говорим о том, что процессы непростые, процессы сложные, но не настолько уж губительные, чтобы мы потеряли управление страной. Поэтому те предложения инициативной группы, которые были нам предоставлены, мы приняли решение идти на референдум. Конечно, с точки зрения права есть определенные огрехи, но чтобы снять все эти разговоры, чтобы не говорилось о том, что власть пытается играть на чувствах людей, создает определенные препоны, я это говорил открыто. Будет принято решение большинством нашего населения. Кресло не самое главное. Я думаю, что страна должна развиваться вне зависимости от того, кто во главе государства. Поэтому, пожалуйста, я готов на любые вопросы ответить. У нас нет никаких тайн. Есть просто сложные вопросы и ответы, которые не всегда, наверное, всех устраивают. Теперь, я думаю, может быть, выслушаем наших экономистов, у которых есть конкретные предложения. Знаете, мы сегодня, не раз мы в нашей комиссии заседали, рассматривали разные вопросы развития экономики Абхазии. Но это было и по сельскому хозяйству. Сегодня еще будет разговор о курортной сфере и туризме, о налоговой системе. Но все проблемы охватить, я думаю, в нашей сегодняшней встрече не стоит. Поэтому я остановлюсь только на своем выступлении, первом вопросе, о реформе налоговой системы в Абхазии. В последнее время очень много говорится почему-то только об НДС. А я считаю, что из налоговой системы выделить только один вид налога, это неправильно. Так, по принципе, по методологически можно сказать, неверно. Поэтому мы в нашей комиссии постарались обобщить разные предложения, которые поступали в наш адрес, и в том числе и со стороны экспертной группы, которая работала в ЦСИ при президенте Республики Абхазия, куда я тоже входил в свое время. Итак, я хочу отметить, что поиск оптимальной системы налогообложения является для всех стран мира, это актуальной. А Абхазия является не исключением, потому что налоговая система решает двуединую задачу. С одной стороны, она должна способствовать росту предпринимательского сектора, производственного потенциала экономики, а с другой стороны пополнению доходов госбюджета. В этой связи, когда рассматривают вопросы, у нас существует, как известно, группы при разных структурах власти по реформе налоговой системы. В частности, когда рассматривали вопрос, принимали решение о реформе налога на НДС, мне кажется, нет, точно я уверен в том, что то, что провели совещание с участием предпринимателей групп, это явно недостаточно, потому что реформируя один вид налога, затрагиваешь другие виды налогов, и таможенные платежи, и масса налогов, их всего у нас 21 всего видов налога, из них 10 республиканских, 11 местных. То есть
комплексного рассмотрения не было. В связи с этим и возникло множество проблем в последующем, как мы с вами знаем, при слушании в Общественной палате, это тоже мы слушали, отдельно приглашали разработчиков и самих предпринимателей. В этой связи наши предложения сводятся к следующим. В первую очередь надо начинать с реформирования налога с физических лиц. Почему? Потому что налог с физических лиц – это каждого человека, гражданина, который где-то работает в бюджетной сфере или в небюджетной, или в предпринимательском секторе, всех затрагивает. А у нас, как известно, была до 1999 года ставка единая, то есть пропорциональная ставка. Чем больше доходов, тем больше налогов по ставки возрастали. Но в 1999 году, учитывая ту ситуацию, мы ввели тогда при нашем втором парламенте единую шкалу налогообложения, ставку налогов 10%. Но сегодня многие в этом рассматривают, не учитывается в этой ставке разное социально-экономическое положение нашего общества. Одни получают мизерные зарплаты и платят 10%, другие получают сверхдоходы, тоже 10%. Вот в этой связи мы считаем, что вот эту ставку налога все-таки нужно привязывать к прожиточному минимуму, который у нас ежегодно рассчитывается. И ставки по подоходному налогу можно устанавливать, в принципе, пересматривая, ежегодно принимается госбюджет, и эти ставки можно дифференцированно устанавливать к разным социально-экономическим группам. Это, в принципе, несложно сделать, потому что у нас не такое большое количество людей, которые работают и так далее. Это мы, в принципе, с этим были связаны. И второй вопрос, который я хотел бы отметить, реформы подвергать необходимость, сколько мы не говорили, об этом давно идут разговоры, внебюджетные социальные фонды. Их, как мы знаем, 6 фондов. Но последнее заседание парламента показало, и объективно был поставлен вопрос, насколько эффективно эти фонды выполняют свои функции. У нас их много, каждый имеет свое предназначение, функции какие-то. Но главное, люди, граждане, малоимущие слои населения остаются неохваченными этими фондами. А для чего тогда эти фонды? Потому что основная функция государственного бюджета и внебюджетных фондов, особенно внебюджетных, это выполнение социальных функций. Вот мы, если раз посмотрели за последний год, мы не можем сказать, что государство не осуществляет социальные функции, потому что из госбюджета и внебюджетных социальных фондов направляются 40% до 40% на нужды общества, и в том числе малоимущие. Это дает основание говорить, что наше государство социально ориентированное, но при этой общем выводе остаются за чертой, за скобки, можно сказать, масса людей, которые остро нуждаются. Это многодетные семьи и так далее, и так далее. По телевизору часто показывают. Здесь сидят люди, которые специально этим занимаются. Я думаю, они лучше меня даже знают. Второй вопрос, третий вопрос, точнее, который необходимо рассмотреть, это, мое мнение такое, это вина наших тех же разработчиков, и в том числе и меня 1994 года, когда мы вводили налогообложение доходов юридических лиц. В завуалированном виде в этом налоге существует двойное налогообложение доходов, что, по нашему мнению, сегодня заставляет или нет. Основная причина, что уходят в тень. В чем это выражается? Предприниматель, когда заплатил за свой доход 18%, уплатил все косвенные налоги, и когда за свой счет создал свое предприятие, без участия государства, и когда он делит между собой, 5 человек создали, между собой делят свои доходы, еще раз облагаются 15%. Вот это есть двойное налогообложение прибыли. Прибыль чистая, прибыль валовая, это теоретическое деление. В практическом смысле это один и тот же вид дохода. Тем более у нас есть статья 6 Закона об основах налоговой системы, которая запрещает двойное налогообложение, предусматривает, то есть однократность налогообложения объекта доходов. И дальше идет о реформе налогового законодательства. Ну, в этой связи мы в письменном виде, я думаю, мы представим все эти предложения в соответствующую комиссию правительства или при президенте работы, насколько я знаю. Все вот эти замечания, которые я сказал, какие, куда, в какие статьи необходимо внести изменения. И главный вопрос, по которому очень много ведется разговоров, налог на добавленную стоимость. Действительно, это очень сложный вид налога, разное время предлагалось
на его изменение налог с реализации и так далее. Но сегодня, когда разработан новый закон об этом виде налога, все-таки как раз протестные настроения некоторых предпринимателей были вызваны тем, что лица, которые открыто ведут свою хозяйственную деятельность, отражают все в своих бухгалтерских документах, они как раз попадают в неудобное, неравное положение с теми лицами, которые, назвать контрабандой, не знаю, но каким-то образом завозят в Абхазию те же самые виды товаров, одни. То есть неравная конкурентная борьба создается, а наши правительственные органы, или местные, или республиканские, к сожалению, за этим не прослеживают абсолютно. Тем более, вот в этой связи, что предлагается? Вот внести в этот же закон, уже сколько внесено изменений, но тем не менее считаем нужным установить 3 уровня ставок налогов. 0%, как было в этом законе, оставить на те группы товаров, которые определяет Кабинет министров. 10% также оставить необходимо по тем группам товаров, которые определяет Кабинет министров. И 5% это уже необходимо дополнительно определить, потому что не все товары, которые завозятся в Абхазию, у нас производятся. Например, возьмем курортную сферу и туризм, где вот сегодня будет рассматриваться, чтобы потом не возвращаться. Если завозят оборудование для установки в своей гостинице, это не должно облагаться а на самом деле они должны платить 10%, те же телевизоры, холодильники и так далее, оргтехника. Это несправедливо, потому что у нас есть другая статья, закон о налоге на НДС, противоречит другим законам. То есть вот этот вопрос надо немного подкорректировать необходимо. И следующим пунктом в связи с этим вопросом вступает, необходимо, мы считаем, надзорным органом республики, это контролирующие органы, что налоговая система, таможенный комитет, необходимо придерживаться статьи 9 Закона об основах налоговой системы в части запрета по предоставлению налоговых льгот, носящих индивидуальный характер. Потому что у нас закон един для всех и не предоставляет такую возможность. К сожалению, у нас имеют место, когда сами налоговые или таможенные органы предоставляют налоговые льготы, товар завозится, реализуется. Часть предпринимателям это не предоставляется, вот это как раз неравное положение на рынке. Тем более у нас отсутствует, как известно, закон о конкуренции и монополистической деятельности на рынках. К сожалению, надо сказать, хотя в проекте давно разработан, это как раз позволяет многим допускать вот такого рода, можно сказать, недобросовестные виды конкуренции. Да, действительно, значительное количество фондов, которые по большому счету тратят и на свое содержание, на все эти штатные расписания, которые у них есть, большие суммы. И мы говорили о необходимости введения единого социального налога, и работа в этом направлении ведется. Я понимаю, что это болезненная тема, и говорить о том, что вот сегодня же мы это все решим и будет задача выполнена, наверное, не совсем правильно. Потому что там тоже живые люди, тех, которых нужно будет куда-то определить, но и для нас важным должно быть то, что значительная часть этих денег должна правильно распределяться. А не так, как некоторым захотелось, там и отправили, как вы сами заметили. Что касается вопросов, будем говорить, ввозного НДС. Да, есть определенные сложности, есть схемы, которые, к сожалению, используются и по сей день. Некоторым, наоборот, стало полезным, в кавычках, для своего собственного кармана введение ввозного НДС. То есть тарифы, которые были ранее, стали еще большими, но они незаконно облагаются. И поэтому мы сегодня ставим вопрос о том, чтобы на границе при прохождении товаров была четкая картина оформления этих грузов. Я достоверно знаю, практически встречаюсь, буквально позавчера встречался я и с представителями бизнеса. Они говорят открыто. Они готовы платить, но готовы платить, чтобы эти деньги доходили до бюджета государства, а не в карман отдельно взятых чиновников. К сожалению, это продолжает иметь место. Те же наши так называемые фискальные органы, которые находятся на границе или где-то в других местах, все равно используют наши огрехи в законодательстве. Да,
есть вопросы, связанные с проблемами введения ввозного НДС. Но я думаю, что вам, как экономисту, лучше, чем мне, даже знать, что это одна из наиболее прогрессивных форм возможных, которая дает бюджету страны большие доходы. Но с ним надо работать. Никто не говорит, что мы сделали идеальный, как говорится, этот объем работ. Но продолжать нужно. И работать нужно в том, чтобы снять значительное, я еще раз говорю, количество налогов, имеющихся здесь. Мы с парламентом обсуждали, и на сегодняшний день есть соответствующие предложения. Во всяком случае, сократить количество этих налогов путем введения соответствующего процента, если мы правильно сделаем, правильно сумеем подойти к решению вопросов обращаемых денег в банковской сфере. Здесь процент не может быть, как говорится, одинаковым для всех. От количества обращаемых денег в банковской сфере доходы бюджета будут вырастать в несколько раз. Мы с вами говорили, и, наверное, вы лучше меня, опять еще раз говорю, знаете, наш валовый объем никак не совмещается с теми, как говорится, объемами налогов, которые мы получаем. Мы сегодня получаем всего 10% от общего валового объема. 10%. ВВП. Потому что от валового меньше. Еще меньше. А тогда как в той же России и в других государствах общая сумма этого процента вырастает от 25 до 35%. Я понимаю, что сразу, как говорится, получить всех этих объемов мы не можем, но давайте думать о том, как правильно построить эту задачу, для того, чтобы ее решить. И наши попытки привести в нормальное состояние, конечно, будут встречать определенное сопротивление. Не все хотят, чтобы эти объемы работ проводились, потому что оставляют за собой определенные возможности для того, чтобы эти деньги не шли напрямую в бюджет нашей страны. Я больше скажу, та же самая ситуация на границе по Ингуру. Меня все пытаются убедить в том, что у нас нет экономических отношений с Грузией. А они у нас есть давно уже. На рынок придет. Извините меня, все товары, которые поступают в большинстве своем на наш рынок, являются товарами, которые приходят из Грузии. Они практически демпингуют на нашем рынке. Получают достаточно жирный кусок. Почему мы должны бояться введения соответствующих таможенных пошлин? А грузы достаточно серьезные, контейнерами идут. Поэтому, когда мне пытаются с точки зрения патриотизма, лжепатриотизма об этом говорить, я, честно говоря, это не понимаю. Если мы действительно хотим себя представить как нормальное, цивилизованное государство, то должны применять все инструменты для того, чтобы не допускать вот такого рода процессов. А в основном, вот то, что вы говорили, в части касающейся и форм, тех, которые применяются по налогам сегодня, и вопросов тех коррупционных схем. Я думаю, что самая большая проблема в том, что все-таки коррупционная составляющая, как бы ни был хорош закон, при его реализации у нас возникают вопросы, связанные с коррупционными схемами. Вот вы говорили только что о том, что вот налоги, которые оплачиваются, предположим, в той или иной сфере деятельности наших производств. Я думаю, что все прекрасно знают, что по многим нашим производствам существует понятие двойной бухгалтерии. Люди получают на руки то, о чем вы говорили, по 30 и 50 тысяч, а фактически в тех ведомостях, где они расписываются, объем сумм получаемых значится совершенно другим. При этом те же производства показывают совершенно другие суммы своих прибылей. Значит, уменьшается количество доходов в бюджет государства. Поэтому здесь должна быть встречная работа. Мы готовы, я еще раз хочу заметить, я это говорил, мы должны сделать все, чтобы уменьшить количество так называемых административных проверок, которые в той или иной степени создают некую коррупционную схему между производителем и всеми теми фискальными или проверяющими структурами. Оно имеет место, к сожалению. И поэтому поставлена задача, все эти проверки должны быть снижены до 1 раза в год. Никаких так называемых плановых проверок, по которым ходят потом и собирают какие-то свои доходы незаконные,
не должны иметь места. Вот тогда я больше чем уверен, и предпринимателю будет легче, зная, что он в год должен заплатить такую-то сумму денег, и никто больше к нему не придет с протянутой рукой. А не положишь на эту руку, создадут тебе следующую проблему уже в течение, не знаю, года или там, может, даже и на завтра. Поэтому все эти работы должны очень жестко проводиться. Мы нацелены как раз-таки, чтобы эти работы были бы прозрачными. Никто не собирается ничего скрывать. Но не так-то просто было. Очень много вопросов возникает, к сожалению. И в самих структурах, которые должны нам способствовать в этих процессах, вместе с нами работать. И там тоже есть соответствующие проблемы. Нельзя, предположим, на границе, вот при оформлении всех этих документов, чтобы там присутствовала, во-первых, видеокамера, во-вторых, общественные наблюдатели, тоже там раз в неделю и так далее, чтобы никогда не знали, придут общественные наблюдатели или нет. Все-таки надо же с этим бороться как-то. У нас есть уже соответствующие предложения, так же, как и по дороге, будут соответствующие возможности для того, чтобы видеть, как работают наши гаишные структуры, и вопрос таможенной структуры и пограничной структуры. Там есть проблемы в каждой из этих структур, и видеонаблюдение позволит нам совершенно по-другому подходить к решению этих задач. Ингуртом тоже мы проводим пост в порядок. Могу вас заверить, я уже говорил и с российской стороной, все посты будут закрыты. Для нас это будет легче работать, потому что на сегодняшний день это вот все посты, которые дают возможность опять в коррупционных схемах работать некоторым товарищам. Посты будут закрыты, дорога будет сделана с нижней зоны, люди в основной своей массе спокойно могут на транспорте добираться до главного моста. Там контроль будет осуществляться намного жестче. Если говорить обо всех направлениях, у нас самая худшая ситуация, при том, что она вроде бы как бы у нас присутствует в нашей жизни, это энергетика. Еще несколько лет, и у нас, если в том порядке, в каком мы сейчас идем, у нас не будет энергетики. У нас останется просто старая схема всех вот этих линий, и в конечном итоге мы будем вынуждены потом спрашивать с российской стороны разрешение на получение оттуда, покупать ее и платить уже не 40 копеек, извините меня, это будет порядка 3 с чем-то рублей, и если не больше будет. И тогда все наши проблемы будут очень серьезными. Теперь, что касается курортной сферы. Действительно, много, вот в увязке даже к этой теме, объектов выросло за последнее время. У нас буквально вот сейчас, вот когда была жара, все наши провода высокой линии провисли. Потому что жара, люди включают кондиционеры, а это достаточно серьезные нагрузки. И слава богу, то, что мы в этом году сумели в Гаграх провести дополнительную линию, которая снимает эти нагрузки на сам этот район. Но этого не хватает. Это только мизер тех объемов работ, которые мы сумели сделать. Что касается самих объектов, очень много курортных объектов, особенно частного сектора, выросло за последнее время. Никаких, откровенно говоря, правил не соблюдается. Сегодня идет вопрос о том, чтобы прежде чем начинать строительство, должны быть соответствующим образом отработаны схемы проектно-сметных документов, соблюдены ли пожарные вопросы, водоснабжение, энергетики, канализации. Все это практически за все эти годы, по большому счету, не делалось. К нам, к счастью, идут инвесторы, которых мы не очень ценим. Мы пытаемся все время ставить им подножки. Вот сегодня у нас есть возможность решить проблему той же мусорной площадки Гудаута, где порядка более 80 гектаров земли с 7-метровым слоем мусора на берегу моря. Как только мы начинаем говорить о возможностях приведения в его порядок, начинают возникать люди. Это наши земли. Никому не дадим. Никому не дадим. Но я хочу, чтобы вы понимали, и мы с этими людьми тоже разберемся. И вопросы тех же, как говорится, вот мусорных свалок. По Гагре уже, буквально вчера у меня были люди, по Гагре начнут работу по переработке мусора и нового, и старого. Люди сами приехали, мы ни одного рубля не вкладываем. Это тоже лицо наших курортов. Что касается Сухум, тоже стоит вопрос зачистки, конечно, всей этой массы мусора, которая скапливалась еще из советских времен. Я надеюсь на то, что вот
это будет возможным сделать, но самое главное, чтобы мы инвесторов не распугивали. При всем том, что вот здесь оратор говорил о налоговых проблемах, которые имеют место, но наше налоговое законодательство, могу вас заверить, намного приемлемее, чем в некоторых странах. Об этом говорили даже наши соседи, которые приезжают к нам и готовы работать с нами. Но удивительно то, что как только начинаешь где-то что-то вот предпринимать, возникают вопросы. Почему? Кто такие? Зачем? Почему нас не спросили? Почему я должен у кого-то спрашивать, что решить вопросы с той же землей, которая принадлежит государству? Это не строились ни какими-то отдельно взятыми семьями. Это было то, что принадлежало, вернее, государству. И сегодня мы хотим, чтобы эти объекты возродились бы. Тяжелый процесс, непростой процесс. Но есть возможность совершенно по-другому изменить облик нашего государства. И серьезные вливания готовы производить сегодня вот люди, которые приезжают к нам. Главное их не распугать. И это не только, как говорится, Российская Федерация. Это те, кто пришел и из других государств. Тот же объект Пицунда, который, как говорится, сегодня уже запущен, его начинали строить как совместный объект, и по российским инвестициям туда вкладывались деньги, и турецкая сторона. Потом, правда, я не могу понять, куда эти делись деньги с нашей стороны. Так и возникли определенные сложности, но в конечном итоге мы все-таки решились на то, чтобы этот объект был запущен. Могу вас заверить, вот помидоры, выращиваемые в этой теплице, сегодня довозятся до Москвы. Они конкурентоспособны на самом высоком уровне. Недавно сказали, то, что ни один большой объект строился Советским Союзом, никакой фамилии, никакой семье, ни мне, ни ачварцам, никому не принадлежит. Абсолютно я с вами согласен. Но когда приезжаешь и выходишь на нашу набережную, наше единственное место, где люди приходят отдыхать, такая красота, и вдруг Морпорт, Амра, Абхазия, что это какой-то семье принадлежит, я не понял. Ни почему государство не возьмет эти объекты, просто я, например, честно говоря, даже отдал бы бесплатно какому-то инвестору с условием, что он ее построит, тут же прекрасная гостиница получилась бы с этого Морпорта. Просто за бесценок. Я могу сказать о том, что все эти объекты в свое время были проданы. Не надо заставить Кроме тех, Морпорта. кто владельцы. Вот теперь вот приведут стоит порядок. задача такая, вернуть эти объекты. Или вернуть, Вот сегодня мы готовим документ, который обязует в течение 3 месяцев по этим объектам и по другим объектам, и в том же ряду стоят и квартиры, и частные хозяйства, которые, вот посмотришь по городу проехать, если значительное запустение можно увидеть, практически запущенные дворы, дома разрушены, но попробуй зайти туда. За каждым из этих участков стоит какой-нибудь человек. Поэтому принято решение подготовить соответствующие материалы, и в течение 3 месяцев те, кто не предъявит соответствующих документов или за отпущенный срок не приведут в порядок все эти дома, в судебном порядке изымать все эти объекты. Другого выхода просто нет. Порт это государственный. Что касается города Тхорчал, тоже, я думаю, что всем тема известная. Вот даже вот вопросы решить его немножко хотя бы получше, чтобы этот город выглядел. У нас баталия идет по поводу деревьев и по поводу дорог. Что нам нужно? Сохранить дорогу, вернее, сделать дорогу, привести город в нормальное состояние или этими, как говорится, деревьями заниматься? А и то, и другое нельзя как-то сделать? К сожалению, вот там уже корневая система вышла на поверхность. Если ее не привести в порядок, это значит практически убить все равно деревья. Начнут, как говорится, прокладывать эти кабеля, в любом случае эти деревья погибнут. Но нашли мы вроде бы какой-то способ, чтобы никто не возмущался. Сейчас будут заниматься и асфальтированием, и приведением этих газонов в нормальное состояние и пешеходных дорожек. Я надеюсь на то, что это будет. А? Дай Бог, чтобы это была проблема одна у нас. Ну, это не одна проблема. У нас вот проблема в том, что в тех же курортных наших зонах сегодня, вот вы говорили про новый район,
все наши дома стоят, при всем том, что мы ежегодно получаем очень существенную помощь из России на приведение, как говорится, подвальных помещений в нормальное какое-то хотя бы состояние. Не будет, поверьте мне, никогда никакого результата, мы просто впустую тратим деньги. Потому что вся система, как говорится, водоснабжения и канализации, не только одного дома, а и других домов, она просачивается, она уходит, как говорится, в эти дома. Потом никто никогда, откровенно говоря, в былые времена не просчитывал ситуацию, связанную с тем, что у нас идут подземные грунтовые воды. Вот сегодня практически климат меняется. Как бы мы ни пытались это делать, все эти фундаментные основания, они уже практически разрушаются. И вот под Кварчалу, даже только по этому городу маленькому, вот там, где этот спор идет, все корневые системы этих деревьев вышли в подвалы. Они прямо торчат в подвальных помещениях. Что делать? Сохранить дома или сохранить деревья? И та же самая ситуация с новым районом. У нас новый район в конечном итоге, ну может, еще 15-20 лет простоят эти дома. Надо думать о том, как начать работы по возведению новых домов. При этом все кричат о том, что нам не нужно это всего, нам нельзя ничего трогать по вопросам, связанным с недвижимостью. Я тоже не сторонник брать и все вот так наобум отдавать кому-то. Но надо продумывать механизмы, создавать условия для того, чтобы у нас была строительная отрасль. Все хотят крыши над головой. Молодых, которые сегодня женились, создали семьи, очень большое количество людей. А куда их расселить? И мы ни то не хотим, и ни это не хотим. А на этих чувствах разводим патриотизм.